Здравствуйте. Депутаты Окружного совета Якутска сегодня провели очередную сессию. Не ожидавшегося многими наблюдателями срыва сессии из-за неявки депутатов, ни переворота на ней не произошло. Подробности сразу после рассказа о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Против обыкновения начну эту подборку новостей с сообщения из зала суда. Городской суд Якутска вынес оправдательный приговор по делу первого заместителя главы администрации Якутска Валерия Попова. Суд не нашел в его действиях состава преступления. Напомним, что Попов обвинялся органами прокуратуры в преступлениях, предусмотренными 3 статьями Уголовного кодекса. То, что справедливость восторжествовала, конечно же, хорошо, только теперь не очень понятно, как быть и кто виноват в том, что Валерий Попов полгода все-таки ведь отсидел в изоляторе. Да, следствие его объявило опасным преступником. А самому аресту было довольно так шумное маски-шоу, которое правоохранительные органы устроили в здании мэрии. И вообще надо сказать, что такое впечатление тогда было, что они действовали в полном соответствии с установкой одного из руководителей, который назвал мэра Михальчука мафиози, но, соответственно, все его окружение сделанного из того же теста. В Якутске прошла повторная презентация проекта трубопроводной системы «Восточная Сибирь. Дальний Восток». Впервые этот проект был представлен в марте 2006 года в Хабаровске. Вслед за этим правительство Якутии внесло ряд предложений по его доработке. В частности, включить финансирование по реальной оценке потенциала газовых месторождений и начать осваивать крупнейшие месторождения, включая Чиндинское, раньше 2030 года. Окончательный вид проект примет в середине декабря. Нельзя не заметить, что наши власти, можно даже сказать, наверное, грубо так, из кожи вон лезут, чтобы как можно быстрее начать эксплуатацию вот этих наших нефтяных и газовых месторождений. Но ведь официальные экологические экспертизы одобрили все проекты? В самом деле так-то оно так, но с другой стороны мы же прекрасно все в курсе той аварии, которая произошла на нефтепроводе на юге республики. На десятки лет там местные речки, притоки Лены оказались загажены вот этой нефтью. Опять-таки авария на газопроводе через Лену. В обоих случаях, в общем-то, экспертизы тоже были в порядке. И в продолжение экологической темы. Сегодня в Якутске пролетом из Москвы в Тикси побывал вице-спикер Госдумы Артур Челенгаров. В Тикси он принял участие в открытии Международной обсерватории по мониторингу атмосферы. Она открылась по программе Полярного года. Аналогичные обсерватории откроются в Канаде и на Аляске. А кроме того, Артур Челенгаров ведь побывал еще и на открытии улицы своего имени. Артур Челенгаров – герой Советского Союза и немало сделал для освоения Арктики. Но оно действительно так, только меня, честно признаться, так немножко коробит то, что улицу назвали в честь его. У нас как-то не принято все-таки называть улицы в честь живых еще героев. И в заключении выпуска о 85-летии профсоюзов Якутии. Сегодня начались мероприятия в связи с этим юбилеем. В Республиканском пресс-центре открылась фотовыставка. Фотоснимки Анатолия Фаламова и Александра Назарова рассказывают о делах активистов этого движения разных лет. Итак, депутаты Окружного совета Якутска сегодня провели очередную сессию. Повторюсь еще раз, прошла она сравнительно спокойно. Во-первых, потому что не получилось скандала вокруг выборов первого заместителя председателя совета. Анатолий Говоров накануне отказался от претензий на этот пост. В беседе со мной он мотивировал свое решение желанием не расколоть депутатский корпус. Не получилось и другого скандала. Гражданская оппозиция, а это 9 депутатов Окружного совета, попытались внести в повестку дня обращение к главе муниципального образования. Но это предложение не было поддержано другими депутатами. По неофициальной версии в этом обращении содержится очередной призыв главе муниципального образования досрочно сложить свои полномочия. Что касается выборов первого заместителя спикера Окружного совета, то прошли они на альтернативной основе. К ранее озвученной кандидатуре Павла Петрова была добавлена еще кандидатура Сергея Салмина. В результате тайного голосования Павел Петров набрал 13 голосов, а Сергей Салмин 10. Обращаясь к депутатам еще перед голосованием, Павел Петров сказал, что не хочет занимать долго их внимание и буквально сказал следующее. Как есть хорошая поговорка, которая у нас у всех родилась, впечатлять друг друга, наверное, не будем. Я, в принципе, наверное, воздержусь, потому что вы все меня знаете. Точно так же, знаете, как Сергей Петрович. Выступивший следом, Сергей Салмин сказал примерно то же самое. Сразу после чего депутаты перешли к одному из главных вопросов нынешней сессии, а именно рассмотрению в первом чтении проекта бюджета столицы нашей республики на будущий год. Нет у нас этого благоустройства таблицы. 293 миллиона. 280 после работы рабочей группы, рабочей комиссии, мы еще дополнительно статью благоустройства увеличили на 13 миллионов, от 280.
Эти таблицы у нас будут меняться ко второму чтению. А, вот так, спасибо большое. Ну, основной доход, который мы получаем, это доход от НДФЛ, да, правильно? И вы планируете, что в этом году у нас зарплата вырастет в городе в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом. И за счет этого планируем у нас увеличение суммы НДФЛ. Это же нереальная цифра. Ну, я-то беру абсолютные цифры, они, Нет. в принципе, нормально соответствуют росту. Да не будет такого роста на 30% заработной платы в 2007 году в городе Якутске. Таких темпов нет, я считаю. Ну, то есть у меня такое ощущение, все-таки мы немножко подогнали, да, итог Под расход, да. под исход, да? Ну, небольшой подгон есть, но я не считаю, что это очень большой, значительный рост будет. Мы говорили на комиссии Шульгина, что у нас выделено мэрией города Москвы земельный участок в городе Химки. Предложение комиссии было такое: запланировать расходную часть бюджета 120 миллионов на оплату права аренды и обременения, которые там существуют, и б, запланировать порядка 300 миллионов в доходную часть бюджета от реализации права на этот участок. На сегодня, насколько я знаю, правооустанавливающие документы еще до конца не дооформлены, поэтому цифра виртуальная, если она исполнится в течение года. А вопрос, как они оформят без денег? Там одно право аренды 49 миллионов, плюс обременение там порядка на 80 миллионов. Значит, ДИУ не планирует проводить эту работу вообще? Сумма-то солидная, 120 миллионов, или у них есть такие резервы? Но вчера, Виктор Николаевич, мы этот вопрос задавали. Да, задавали на президиуме. Получили, я считаю, довольно четкий ответ. И Александр Владимирович сейчас, наверное, добавит, да? Что касается расходной части, мы считаем, что необходимо закладывать туда. Что касается дохода, то, Виктор Николаевич, не факт, что этот доход будет получен именно в 2007 году, потому что процесс оформления земельных документов будет еще длиться определенное время. И для того, чтобы провести аукцион, нам может быть не хватит, с учетом того, что 1 июля будет оплачена сумма, то есть полугода для того, чтобы провести аукцион в Москве. Так, еще вопросы. Спасибо, Александр Владимирович. Так, депутат Машинский Петр Петрович. Владимир, вот каждый год так мы все говорим, что наше сельское хозяйство нуждается в больших вложениях, да? Каждый год эта сумма, по-моему, не вырастает. Как же мы хотим поднимать сельское хозяйство с такими минимальными суммами? Я могу сказать, что в составе государственного бюджета, в принципе, заложено немалые суммы, порядка свыше 4 миллиардов рублей на поддержку сельского хозяйства. И эти суммы, они также пойдут и на наши пригородные сельхозтоваропроизводителей. Поэтому, тем более, что эти полномочия государственные полномочия, и мы себя закладываем только минимальную сумму для того, чтобы поддержать СОТ и ДСК и повышение плодородия земель в пригородных сельскохозяйственных районах. А у нас по программе реконструкции и модернизации системы ЖКХ было заложено вообще там 86 миллионов. Остался 41. А как мы планируем вообще продолжать? Вот у меня на квартале, 3 года назад заложили трубу. Сейчас этих денег не хватит опять сделать. И опять они будут там лежать. Как мы будем вообще эти программы, которые мы начали делать и не доделали? Мы что, эти будем бросать? Деньги закопали, получается? Мы увеличили программу реформирования ЖКХ на почти на 10 миллионов. То есть уже не 41, а уже практически 50 миллионов получается. Ну а дальше же в процессе дальнейшего рассмотрения возможно, что и увеличение будет и еще на эту программу. Вот вы сказали, если я правильно понял, по игорному бизнесу вы не заложили на следующий год ни копейки, да? Почему нет, мы заложили, просто мы сократили в связи с тем, что республиканский закон уже принят, где ограничения по субъектам игорного бизнеса есть. А федеральный закон уже, в принципе, на стадии принятия. И было четкое решение Путина о принятии этого закона. А если, вот, допустим, вы какую сумму заложили, получается? 43 миллиона. А в этом году сколько? В этом году у нас порядка 70 миллионов. Даже если учитывать то, что вот, с выходом республиканского закона у нас не закрылось ни одно казино, ни один зал игровых автоматов, и учитывая то, что, ну, по крайней мере, насколько мне известно, вот, согласно того проекта федерального закона об игорном бизнесе, который прошел первое чтение, он вступает в силу с 1 января 2009 года, по-моему, да? Республиканский закон вступает в силу с 1 января 2007 года. В неделю было закрыто 7, а всего за этот год общую, точную цифру я сейчас не скажу, но в пределах 20. То есть работа эта идет постоянно, вне зависимости от принятия закона. Вопрос по приоритетным направлениям. Приоритетные направления мы должны принять при первом чтении
Или же можно во втором чтении? Нет, в первом чтении. В первом чтении? Да, потому что проект решения вам представлен уже для утверждения именно в первом чтении. Само постановление может во втором чтении поменяться, да, а проект решения о бюджете в первом чтении. И так как видите, достаточно жаркие споры возникли вокруг первого чтения проекта бюджета столицы республики на будущий год. Что же может произойти 26 декабря, когда на очередной сессии депутаты будут рассматривать его во втором чтении, при этом будут конкретно, детально рассматриваться все статьи расходов. Поживем и увидим. Ну а на сегодня все. До свидания.